В Якутске состоялось торжественное заседание, посвященное 320-летию Спасо-Зашиверской церкви. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи с участием ученых, представителей власти и церкви из Москвы и города Новосибирска. Напомним, Спасо-Зашиверская церковь является памятником архитектуры федерального значения. Построенная в начале 18 века на территории современной Якутии, осталась заброшенной, предположительно из-за эпидемии оспы. Полвека назад ученые бережно разобрали постройку, перевезли под Новосибирск и отреставрировали. Участники торжественного заседания еще раз вспомнили историю города, поговорили о ее культурно-историческом значении как для новосибирцев, так и для якутян. Кроме того, для собравшихся провели прямую трансляцию колокольного звона Спасо-Зашиверской церкви. Роль и значение города Зашиверска в целом освоении Сибири имеет огромное значение. На территории современного Момского улуса был расположен город Зашиверск, который был и транспортным узлом, и торговым центром. И сегодня, к сожалению, этот город уже прекратил свое существование, но тем не менее историческая память она восстановлена. Восстановлена путем сохранения и создания церкви того периода. И сегодня мы говорим слова благодарности научным работникам, которые организовали исследование этого явления. Помимо этого состоялось торжественное вручение фотовыставки «Зашиверск от Якутии» Музею истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока в Новосибирске. Также прошло награждение наиболее отличившихся якутян, проживающих в Новосибирске. Так, указом главы Якутии почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения» вручили первому директору Института разработки средств медицинской диагностики компании «Вектор Бест» Алексею Амосову. Благодарственные письма председателя Госсобрания Илтумен получили ветеран Великой Отечественной войны Петр Портнягин, директор Сибнордтехкомплект Тимофей Тимофеев и другие.